мен өткен бос бөлмеде мен бір өзім тұрамын, жалғыз ән айтамын. Қиялға беріліп армандар туралы мен ұмытып кеттім. Очень длинное название, и когда-то, 9 лет назад, его можно было считать модным. Сейчас немножко другие, наверное, требования, но это не важно. Вот. С музыкой я, наверное, связана уже продолжительное количество времени, но в то же время пока до этого момента не отдавала все свое свободное время на творчество, потому что работала в книгоиздании и жила в Санкт-Петербурге последние 10 лет. Тогда же и был придуман проект. Песенки я сначала писала на английском, а на французском периодически пыталась. А теперь, вот, последний год я живу в Алматы, и есть у меня какой-то внутренний позыв писать на казахском языке. Это сложно, потому что казахский знаю плохо, но я пока не сдаюсь. Тексты к своим песням я пишу сама. С английским все было проще, и даже с французским. Я немножко такая пока не настоящая казашка, если судить по владению языком. Но, тем не менее, пишу я сама. И мне повезло, что есть люди, которые могут проверить грамматику и перевести мой собственный казахский язык на общедоступный. Вот. Пока у меня есть 4 песенки на казахском языке. Первую из них я записала скорее в 2014 году. Это так называемый кавер-вершн Айбопем, народный колыбельный. И, кстати говоря, недавно я все-таки официально выпустила ее везде, на всех платформах, спустя 5 лет. Еще у меня есть уже свои собственные песенки. Одна из них называется «Кара». И они все разные. Не потому, что, наверное, я пока не нашла стиля, а потому что, в принципе, искать его не очень хочется. Лучше говорить как есть, писать как есть, как получается, не ориентируясь на какие-то требования стилистические и так далее. Но по большей степени я люблю попроще. Чем проще, тем лучше. Но делать проще сложнее, потому что нужно показать, даже нет, не показать. Хочется, чтобы все было искреннее, настоящее, без натуги, без муки, без боли, а вот просто как есть. Иногда сложно, особенно в музыке, этого достигать. Но я надеюсь, что все впереди, потихонечку. Будет больше композиций, и, надеюсь, будет больше людей, которым понравится слушать, найдут что-то свое. Долгое время я писала на английском языке. Не потому, что хотелось быть модной, потому что писалось проще. Я очень люблю русский язык, его звукопись, богатство. И думаю я на русском языке. Поэтому и требования к русскому языку у меня немного выше. Когда я слушаю песни на русском языке, написанные современными исполнителями, у меня просыпается такая Татьяна Никитишна Толстая, которая вместо того, чтобы, может быть, принимать творчество, начинает копаться. Вот к тому, в английском все это дается проще. В казахский он очень музыкальный. И
Не знаю, я не задавала себе вопроса, хотелось ли мне писать на казахском, потому что все начали в последнее время писать на казахском. Вообще мне нравится, что это хорошая тенденция. Во-первых, потому что это красивый язык для песни, для стихосложения. У меня в последнее время не пишется по-английски. Может, потому что на меня так степи влияют. Я же приехала в Казахстан, не знаю. Может, что-то такое настроенческое. Вот. Но очень много талантливых ребят. Все юнее с каждым годом, которые делают потрясающие вещи. И мне очень нравится, что язык перерождается, видоизменяется, растет, может, впитывает в себя и другие языки, но это же здорово, он же живой. Не нужно цепляться за какие-то непонятные рамки литературного казахского языка, потому что не очень много у нас литературного казахского языка. Нужно быть гибче, и мне кажется, тогда и будет больше творчества. Если будет меньше людей, которые будут слишком, наверное, цепляться к требованиям особой литературности казахского языка. Он ведь сложный, он очень длинный. А для стихосложения и для музыки нужно, чтобы язык умел подстраиваться под мелодию и прочее. Когда-то, когда я начинала писать песенки, мне, наверное, было лет 15 тогда, и это очень забавно, потому что я тогда была участником поп-панк-коллектива в городе Уральск. Это было очень смешно. Тогда-то, естественно, из-за подростковых настроений и вообще писались какие-то возвышенные, невероятные философские тексты. Но я очень рада, что я быстро переросла этот период. Мне по душе больше бытовые истории, кухонные разговоры, не знаю, какая-то такая близость со слушателем. Не обязательно, чтобы слушали все. Может быть, у тебя будет один слушатель, но он тебя будет понимать именно так, как бы тебе хотелось. Да, мои песни — это больше, мне кажется, разговоры на кухне вечерком за чаем. И я и не пытаюсь придать им какого-то особого смысла, которого у них может и не быть изначально. Одна из моих песен — это «Кара». Она такая дурацкая, про нас, дурацких людей, которые очень зря стесняются периодически говорить то, что нужно было сказать, и слишком смущаются, наверное, когда чувствуют внимание или особое отношение к себе. Вот. Не скажу, что это про меня, и лирического героя у меня, наверное, нет. Просто какая-то мысль, которая разрастается и доходит до нескольких абзацев песни. Один из последних моих релизов в Казахстане непосредственно — это песня «Менімен бірге». Говорю с русским акцентом. «Менімен бірге». Да непонятно, о чем она. Обо всем и ни о чем. Просто о человеке, который, наверное, слишком погружается в себя, в свои фантазии. А фантазии отличаются от мечт. Фантазировать можно бесконечно. А мечты, наверное, должны все-таки сбываться. Вот. Поэтому во всем, что происходит, всем нам нужно находить плечо, на которое мы можем преклонить голову, просто быть рядом, не притворяясь, может, даже не говоря ни о чем. Иногда можно помолчать. Это тоже приятно. Есть замечательное сообщество, которое называется «Казак Инди». И встретилась я с ребятами сначала заочно. В какой-то момент, это был уже 10-й год моего времяпрепровождения в Санкт-Петербурге, я наткнулась на
этот паблик ВКонтакте, это сообщество. Послушала песни, очень восхитилась, сделала себе специальный плейлистик ВКонтакте, который называется «Казахтар». Понакидала туда очень хороших песен, понаслаждалась звучанием языка. И, наверное, в марте прошлого года подумала, у меня есть парочка песен, может быть, стоит показать. Ничего я, в принципе, не потеряю, не понравится, так и не понравится. К тому же песням было довольно много лет. Записаны они были, если не в 2012, то в 2013 году. Поэтому я собрала такой списочек, написала в Казак-Инди, и мы как-то очень быстро подружились. В тот момент у меня уже была мысль довольно четкая переехать в Казахстан назад. И я приехала в Алматы, мы встретились и полюбили друг друга. Я очень надеюсь, что это обоюдно. У меня не очень было много концертов в Казахстане пока. И не считая рок-концертов, когда мне было 15, я выступала в Санкт-Петербурге и выступала в потрясающих местах, вроде Биржа бара или Юнион бара. У меня был коллектив, прекрасные, приятные ребята, с которыми мы играли. Публики, конечно, наверное, не очень много было слушателей, но все же приходили. Это не так грустная история, когда приходят только твои друзья, потому что периодически возникали люди, которым было просто интересно. И я надеюсь, что нравилось. Вот. В Казахстане я выступила всего 2 раза. Один раз на Постдромалык фестивал. Мне помогали потрясающие Ремедиос Морталес с музыкой, потому что я пока не нашла музыкантов для своего проекта, но я не сдаюсь. Вот. Не знаю, я надеюсь, что всем все нравится. Я не изучала сценическое искусство или способы самовыражения правильного на сцене. Ты просто рассказываешь. Если у тебя есть какая-то история, ты просто ее рассказываешь. Не обязательно трогать себя или двигать бедрами, глаза прикрывать. Но если прикрываются сами по себе, хорошо. Так, что все было проще. Инди-музыка, она зародилась очень давно. И сейчас инди — это, может быть, не то инди мировое, наверное, я об этом говорю, каким было когда-то. Вот. В Казахстане очень много ребят, которые начали писать хорошую музыку, не просто сидя по гаражам или распивая пиво, а действительно творя. Но, к сожалению, не очень много мест, где они могли бы рассказать и показать все, что они умеют. И очень здорово, что появились такие сообщества, как Казак-Инди, которые дают возможность человеку рассказать о себе. Вот. Не обязательно дружить со всеми музыкантами. Обычно крутые дружат только с крутыми. Вот. Пока ты не достиг определенного уровня крутизны, ты все равно остаешься прям инди-инди, сам себе. Вот. Но мы с некоторыми ребятами знакомы, с некоторыми не очень. Но, тем не менее, приятно смотреть на них. Все очень трепетные, такие юные, хорошие, красивые, талантливые. Относительно музыки, не умеем мы пока, наверное, зарабатывать на музыке. Это все-таки не поп-культура. Было бы здорово заниматься любимым делом и, соответственно, чтобы было на что покушать. По большей степени приходится. И эта история общеизвестная, и она абсолютно везде. У тебя есть дело, которое ты хочешь делать, которое тебе нравится, и у тебя есть дело, которое тебя кормит. Вот. Если и это дело, которое кормит, тебе нравится, вообще тебе повезло. Классно. У меня нет особой истории про музыкальное детство.
невероятная, талантливая. И петь я, наверное, прям-таки начала, может быть, позже, чем многие из. И не было никогда идеи о том, что вот я обязательно стану певицей когда-нибудь. Я родилась в Уральске и до 17 своих лет прожила там, довольно счастливо, без бед и огорчений, лишений. У меня замечательные родители. Мамочка моя отдала меня на фортепиано. Мне купили потрясающий Петров. А может быть, Петров. Я называла свой Петров. Почему-то мне казалось, что и так лучше. И я дико не любила играть на фортепиано. Когда тебя заставляют, совсем другое ощущение. А когда у тебя еще нет, наверное, силы воли, и ты такой ребенок, который лучше полежит, почитает книжечку, чем поработает. Сложно было с этим. Я особо и не ходила на пение, у нас был хор. И так как голос был довольно низкий для ребенка, меня просто ставили в альты и говорили делать что я успешно и делала, но музыкальную школу не закончила. Пыталась несколько раз, но не удалось. К, наверное, старшим классам, когда я начала открывать для себя разную музыку, и, слава богу, появился интернет в каждом доме, вот, захотелось что-то делать, и она начала сама идти. Поэтому я села за клавиши. Играю ее так себе, но мне хватает. Вот. После этого, естественно, появилась гитара. Беспрекословно мне ее приобрели. И я учила аккорды. И по сей день на этом уровне знания аккордов пишу песни. Вот. Очень люблю свою укулелешку. Укулеле. Ей уже очень много лет, она такая старушка. Я приобрела ее еще до мейнстрима. И с 2012 года она со мной практически везде побывала. Очень удобный инструмент, славный. Может, надоедливый периодически, но если с ней нежненько, то и она тебе ответит. В 16 лет встал вопрос о том, что же ты будешь делать после школы. В постсоветском пространстве бедненькому несчастному подростку не дают времени раздумий. Нужно сразу знать, чего ты хочешь делать. Вот. Я чего-то хотела творческого делать, и я хотела это делать не в Казахстане, как и многие ребята в то время. Поэтому в 17 лет я поступила в Санкт-Петербург, и поступила я на Public Relations. Почему-то мне показалось, что это может быть интересно для меня. Но на первом курсе я сразу же поняла, что это не мое. Нужно быть немножко другого склада человеком, чтобы успешно взаимодействовать в этой среде со всеми остальными представителями этой среды. И так как мы не особо были богатой семьей, нужно было думать о подработке. Делала много всего, и в какой-то момент на 3-м курсе я устроилась в издательство книжное. Мы как-то все сразу же прониклись друг к другу, и я осталась в издательстве на долгих 6 лет. Вот. Занималась книгоизданием, очень люблю книжечки. Моя мама преподаватель русского языка и литературы. Поэтому какие-то подсознательные, наверное, были у меня мечты заниматься книгами. Очень люблю это дело. И очень надеюсь, что теперь знаю, как это делать. Поэтому вот большую часть своего нахождения в Санкт-Петербурге я занималась книгоизданием. Параллельно, конечно, делала проект, но в большей степени для себя, наверное, потому что, не знаю, может быть, потому что скромненькая, а может, потому что ленивая, кто его знает. Я думаю, может быть, я сделаю чего-нибудь, а кому-то это понравится, и все начнут слушать. Но нужно работать, учиться. Особенно, если хочешь заниматься музыкой. Сложное дело. Вот. И год назад я решила переехать в Казахстан. Помню этот момент,
просто ночью на Васильевском острове, где я жила, не спалось. И вот я подумала, а чего бы нет? Почему бы и нет? Все равно везде буду я. В Санкт-Петербурге буду я, в Алматы буду я. В другом месте тоже буду я, неважно где. Вот. И в Алматы в меня всегда тянуло. Очень. Я же со степей, в Уральске гор нет. Потрясающе тут. Иногда забываешь, что они есть, потом оглядываешься. Такого. Ничего себе. Уже прошел практически год с моего нахождения в Казахстане. Я все еще не поняла вообще, где-то я посередине, внутренне. И иногда, наверное, людям кажется, что я слишком уж говорю, а у нас там, в Санкт-Петербурге. Но нет, это все подсознательно выходит, потому что становление твое происходит позже 17. И все мое становление, оно было там. Люди везде, конечно, одинаковые. И дураки есть, и мудаки везде, и хороших очень много. Вот. Лучше пусть будет дураков, наверное, больше, чем мудаков. Но, наверное, есть какие-то разные вещи, но я старалась не обращать внимания на различия ни в Казахстане, ни в России. В самоощущение, наверное, дело такое. И возвращение мое — это тоже не зов крови, скорее всего. Просто мне кажется, что если мы можем делать что-то тут и делать это хорошо, пытаться, почему бы не сделать это там, где вот хочется. Мен өткенде еске алған кезде уақыт пішіні өзгереді тегістеледі қалай мен бұны түсінгім келеді неге есімде бәрі тұрып қалды мен әлі күнге дейін кішкентай сияқты сол 20 жыл еш болмаған сияқты қоңыр желін сезінен жайыққа бұрсалаңдап мен жүгірем жайыққа мен жүгірем бәрі жақсы болады білем бәрі айқын 7 жаста бүкіл өмірім әлі алда болашақта жайықтың сыр жағасына келу мен мұны өзім шешуім керек әйгілік тентек жүрек таза жүрек менің жүрегімде не өзгерді ештеңе өзгермеген сияқты сол 20 жыл еш болмаған сияқты қоңыр желін сезінен жайыққа бұрсалаңдап мен жүгірем жайыққа мен жүгірем бәрі жақсы болады білем бәрі айқын 7 жаста бүкіл өмірім әлі алда болашақта